Кожна з 7 світлодіодних струн відповідає конкретній ноті. З допомогою фотодіоду, комп'ютерної плати і мікроконтролера грати на такій арфі увогуле можна, не докранаючися. Ноу-хау у музиці – проект девятиклассников Столовицкой средней школы Кирилла Сороки и Владислава Черника. Мы работали над проектом почти 2 месяца. Сначала создавали компьютерную программу, потом саму модель арфы. Много времени ушло на наладку самого инструмента. В итоге у нас получился действующий музыкальный инструмент. Практичне досягнення нашої роботи – створена діюча модель світоводної арфи, яка буде у дальнейшем примінятися на уроках фізики і інформатики для розвиття в учнів цікавості до предмету і науки у цілому, а так само можливе її використання у музеях науки, у дитячих розвиваючих центрах. І ми плануємо допрацювати створену нами модель, поширити музичний діапазон її гучання. Ствараць онлайн-платформу для публікацый аўтара 12 до 20 гадоў прапановвае вучаніца другой гімназіі Брэста Дар'я Яроміч. Яе проект Teens for Teens дапамога юным пісьменнікам. Вот главная страница, где просто вот что о нас. Дальше вот один из важных наших моментов – это библиотека молодого автора будет называться этот раздел, то есть вот где, что, какие уроки, да, то есть как определиться с жанром, я бездарность, то есть это вот комплексы, с которыми борются многие авторы, да, комплекс чистого листа. Как найти свой стиль – это вот видеоуроки. Усё, што патрэбна пачынаючаму юнаму аўтару тут. Ідэя стварэння такога праекта з'явілася некалькі месяцаў таму. Дар'я напісала зборнік казак, але апублікаваць іх змагла на расійскім сайце. Беларускага для аўтараў яе ўзросту проста не існуе. Тады нарадзілася ідэя. Ці будзе актуальным праект, даведалася пра сацыяпытанне ў сваёй гімназіі, і вынік 63% вучняў у стварэнні такой платформы зацікаўлены, а 50% спрабавалі пісаць уласныя творы. Но вот когда ты пишешь, да, то есть какие-то 3 сказки написала, думаешь, а что с этим делать дальше? И вот мне очень повезло, что меня поддерживали родители, меня вот поддерживали мои сверстники, ну, ребята, которые тоже в этой всей сфере. Но у многих этого нет, и им нужна помощь, и с этим нужно работать. А гэта прамысловая распрацоўка Ягора Сушкевіча, вучня Малоткавіцкай сярэдняй школы. Яе таксама высока ацанілі на абласным этапе конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Я вот с своим учителем труда мы разработали данную модель мини-промышленного транспортера. Я работал над расчетом, задумки это была моя. Открытие, как говорится, состоит в том, что этот транспортер не имеет обратного хода, то есть он не движется назад. Если его загрузить, там что-то произошло, он остановился, провернуть его в обратную сторону невозможно. Потому что червячный редуктор этого не позволяет сделать. А если обычные стоят редуктора с прямых шестеренок, то у него может быть обратный ход. У планах яшчэ дапрацаваць транспартер. Час да фіналу рэспубліканскага конкурсу «100 ідэй для Беларусі» яшчэ ёсць. Лепшыя распрацоўкі краіны плануюць выбраць да канца лютага.